Бзила фирма сатырского ахубшца, бзила шабейт апсна хабар яхубшу заге, я цахцойт студия усура, я хахала цажует апсна ферхаца, виано рашба апсна вальфла рахиқайтез абхера, я сглатату по артам шкуревницха виано рашба идгалу, я иқайтез абхера, я дгалу рхабхадзара акар ишатба ахаз, ишаратшахаз, я уи я абхера يتشلم حاو أدقل راستز أيش كارا كور خطر نكس شريحة بتشا يالرخنا أراقي بفحق وتعيش تسجرا يخبيات تسجري على خوب أبسنا أحندكارا سجن ديت أحشرز أخيد كلا أخن بيو لوان ميكا أول برا بيش كارا سرقاو أخن بيو أسيدا كورتو أول برا بيش كارا أيدقل أخن بيو خطب ويش سوكا كالي эксперт фонд АМТА Ахатарна Калхас Тинджал, Ярубаски Вайглера Пичкара Ахеца Ахандую Ахраджани. Рабхит Гална, Ливан, Ажа Вариустер Стахуб, Айгуа, Шпак Рабха, Яра Напхаразуто, Савенгедах через Ахайткала, Абхер Амацейт, Хампада, Вианураш Паихайцез, Ажа Лагала и Шадгалу. Убри вал шаберстахын нас гет айхипей надоело хуги, а убри надфавны я рекачно шбана гаракучизна гишапхирхват нас я халтерлицы геот глазаш. Ну аха умхапа цухо успомнил что тапсва айхипей глазаша ажла див боб уи расета хуй ехать за матаца Добряхтагыла зааща фымцала шарума иҟоу азарақәа иқәгылоу ҳҿаԥхьа убри зегьы ишәбоит, шәалацәажәоит, еицаҳдыруақәоуп. Убри аҟынтә убарҭ азҵаарақәа рҟны аӡбара шыҟало ишыӡбатәу егьи аӡәгьы далацәажәаӡом, избанзар уи ишаабо еиԥш абарҭ азҵаара дуқәа рҿы маӡала иаҳҳәап ажәлар ирзымдыруакәа убысоуп азҵаарақәа зегьы аӡбара ишаҿу убри аҟынтә аӡәы ихахьы игар акәын абас иҟоу аҭакԥхықәра абас убри аанкылазаап ҳәа ҳаԥхьаҟа убри аиҿкаара аанкылара аиҿкаара аҟны Ашба Вианор Аԥсны афырхаҵа ихахьы игеит иара иорганизациа аиааирагьы ахьӡуп иара иорганизациа ахьӡала аԥхьара ҟаиҵеит ажәлар рахь ҳпроблемақәа зегьы еиқәыԥхьаӡо акакала дрылацәажәеит убраҟагьы ирбеит шьҭа аидгылара шаҭаху аидгылара аҟны уи еилыхҟамҵаӡакәа Аԥсны азыҳәан згәы зыхьуа ауаҩы организациоума далалоума далаӡам иаҳҳәап, аха убри заҳауа зегьы рҽеидыркыларц иара ихахьы игоит аштаб аиҿкаара иара иорганизациа аҟны убри аҟынтә убас иҟоу аиԥшьгара ҳара ҳадгылеит, ҳара ҳгәы иаанагоит абри аиҿкаара Вианор Ашба иаԥшьигаз ҳара ҳаиднакылоит Аԥсны бзиа збо Аԥсны азыҳәан згәы зыхьуа зегьы убраҟа ҳаизаны ҳалацәажәоит, апрограмма шьҭаҳхуеит, аӡәы игәы иаанамгааит, зегь ӡбаны иҟоуп, абарҭ ҳара ишаадыруа еиԥш ҳанеизалак аштаб аҟны ҳгәаанагарақәа зегьы еибыҳәаны программак шышьҭаҳхуа. Иахьа ус апрограмма аҟаӡам, ижәдырыр сҭахын, убри аҟынтә шәхы алашәырхәырц ҟалоит зегьы, згәы зыбылуа зегьы, аха џьарак ҳаизар акәын, убри аҭыԥ Вианор Ашба ихахьы игеит, ҳара жәаҳәарада ҳадгылоуп уи аус. Табук Асида? ҳара ушьҭа ижәижәаба шықәса цоит, ҳҳәынҭқарраны
حاكويتنا بيزاي بشكل جايرة جنو حاقول روح قويت حخيز أحبر بحاقوشتي هندكار ييتو يسحو جتيشو جو هندكار جنو زالوجي أخذت فرتشخير بساخو يسار يحييه وخدا دوك وزروب زكويانو قلنا خحرو بريزا عمتي احنا البيت يسار خجيك شجاع بخدزا على دي حيل نحكلو حالقي وياش مزرحيس سبخدزود فيانو راش بيق يتزا بخارة وس خخر بياج فينيال كان يايم تزيد وي ريخو يايقو بخنيت حانو يقيم تزيد ريحة زيك يحكو تسخرخيت ري يتصو وسكوا ري يتصو عايدس خرقوا زنزا أبسني روسكي أمчиц نشاو يالقيت سرا خطالة садгылу вянури ажуха нас гехарахгу пахит залоги сфарби присадырзет асыркял зехцу и ражуха таги хазаракха бхучик асыркял обжиркараги амтайгу хазаракха хара хадгылу вянур ица запхера ри уздымгылу усагдзам пснафырхац и хахигаз иши схайгаз и друзаракха Добрый день, уважаемые присутствующие. Благодарю за приглашение. Как известно, Республиканская общественная организация также отреагировала на обращение к общественности героя Абхазии Ашбаба Вианора Григорьевича. Мы провели высший совет, на котором было принято коллективное решение о безоговорочной поддержке обращения Вианора Григорьевича. Несколько слов хотел бы сказать, мы уже говорили об этом на площадке Айтгылара. Считаю необходимым это еще раз повторить. Никакой протест не происходит на пустом месте. Мы неоднократно и здесь, в этой студии, собирались, и на других площадках, говорили о тех проблемах, которые есть, обращались официальными документами, но, как я говорил раньше, никакого ответа не последовало. В таких условиях мы считаем в Айтгылара, что единственной формой, которая предусмотрена нашей Конституцией, остаются акции протеста. Говорил, еще раз хочу повторить, что у нас почему-то считают, что акции протеста – это обязательно нарушение закона, формы проведения акций протеста, они разные. И я думаю, что мы должны, и буду призывать к этому, мы должны эту акцию протеста провести в строгом соответствии с законом. Еще раз повторюсь, Республиканская общественная организация Айтгылара свое мнение по этому поводу высказывала, и я сегодня эту позицию подтверждаю. Мы, безусловно, поддерживаем и будем делать все для того, чтобы эта работа была проведена организованно и качественно. Хотел бы от имени нашей организации единомышленников высказать точку зрения. Мы также поддерживаем вот этот эмоциональный во многом призыв Вианора. Не буду напоминать, кто он сам такой и почему имеет право обратиться к народу. Еще большее желание его подтверждать вызвали события последних дней, происходившие не только в Беларуси и в Москве, но еще и в Тбилиси. Огромная манифестация антироссийская прошла. В это время наше руководство в непонятном статусе, с непонятной целью находится в другой стране, во внутреннем периметре. Социальные проблемы не вызвали отклика от общества, то есть молча проглотили усугубление всех социальных проблем, нет должной реакции на проблемы населения. Теперь плюс к этому прибавились угрозы не то что внешнеполитические, а угрозы вообще определенность у людей теряется относительно статуса нашей республики, статуса нашей независимости. То есть это такое накопление тревог, так скажем, которое не может быть загнано внутрь и оставаться там с помощью карательных инструментов. И такая защищенная вседозволенность власти из нашего богатого политического опыта всех нас в целом страны, очевидно, чем заканчивается. Поэтому лучше услышать друг друга. Право на акцию протеста, я считаю, вообще не обсуждается. Вот ты говорил, что законность это вообще не обсуждается.
обращается наше сейчас сообщество. Я бы даже расширил. Услышьте, пожалуйста, все этот призыв, независимо от того, где вы находитесь географически от кресла президентского, в стане сторонников, в стане противников. Здесь намечаются другие линии угроз вообще, которые нас, наоборот, с вами должны всех нас вместе объединить. Социальные проблемы мы еще как-то решим внутри, худо-бедно, но то, что надвигается, потеря своего имени и статуса, это непозволительно ни нам, никому, ни одному человеку, называющего себя абхазцем. Абсуазар. Друзья, практически все сказали. Я хочу поддержать Леонора, потому что я считаю, что в его действиях, в его словах нет ничего противоречащего правам гражданина Абхазии. Что он сказал, к чему он призвал? Призвал неравнодушных граждан, свою организацию и себя лично, что будет всеми силами сопротивляться любым действиям руководства страны, которые будут приводить к снижению уровня нашего суверенитета. Вот что он сказал. Да, он сказал, что для этого будет использовать все доступные способы, в том числе и акции протеста и прочее. Так, по-моему, это вообще обязанность гражданина Абхазии. Если мы с вами, как вот такой коллективный гражданин, не будем стоять на страже вот этих самых главных наших завоеваний, так завтра вот эта республика Абхазия закончится. Я хочу сказать, что она до сих пор стоит только потому, что есть такие неравнодушные люди, как Леонор, до войны, во время войны, после войны. Их беспокоит вот это вот общее наше состояние, наш общий статус. Это во-первых. Во-вторых, даже если предположить, что Леонор дал неверную оценку, предположим, нет никаких угроз в действиях наших, даже в этом случае это является его неотъемлемым правом, закрепленным в Конституции. Как можно к такому человеку, как Леонор Ашпа, прислать представителей органов власти, чтобы они провели с ним там дознание на предмет, не знаю, зловредных действий в отношении государства и так далее. Есть какие-то такие моральные барьеры, через которые мы не должны переходить. Не имеем права делать. Каждый гражданин имеет право высказывать озабоченность и тревогу за судьбы своей родины. Тем более такие люди, которые там очень много в это дело вложили. И не вправе никто, ни власти, ни обычные граждане этому противодействуют. Тем более, вот коллеги сказали, очень много за последнее время, последние буквально даже дни, недели, таких событий, которые наводят на очень тревожные мысли по поводу нашего там, статуса, нашего суверенитета и так далее, и так далее. Это и получение указаний высшими должностными лицами от каких-то министров, которые вообще не соответствуют никакому статусу и неким международным нормам. Это обсуждение вопросов нашей критической инфраструктуры, которая также составляет суть нашей независимости, в частности энергетики. Это ряд других вопросов, которые очень так вот, негативно сказываются на нашем имидже нашей страны. Ну, я не знаю, чего стоит только предложение, ну вот давайте подружитесь с Грузией, что вы там с ними не поделили. Граждане страны на такое должны реагировать, они обязаны это делать. Я очень благодарен Леонору, то, что он сказал. Мы это поддерживаем. Если вот эти вот, как сейчас очень модно говорить, красные линии будут переходиться в одном, втором, третьем, четвертом месте, мы все обязаны будем и сделаем это. Будем принять все возможные средства для противодействия этому, в том числе и публичные, в том числе и массовые. Напомню, Леонор выступил со своим обращением 8 февраля. Не прошло там и 20 дней, мы уже видим два просто вопиющих случая. Это визит, или как его назвать, в Белоруссию, с этим форматом, когда нас хотят склеить
с нашим фактически врагом. И вчерашнее поручение от Александра Новика. Да? То есть, я думаю, что если бы Вианор записывал бы свое обращение сегодня, оно было бы гораздо более жестким и гораздо более понятным еще для еще большего круга нашей общественности. И хочу сказать еще одну вещь. Президент уехал в Москву 14 числа. Сообщение появилось 16 числа на сайте администрации президента. Но в этом сообщении не было информации о его визите в Беларусь. Визит в Беларусь состоялся уже 20 числа. То есть получается, мы можем себе так представить, что, возможно, и не знали в администрации президента, что готовится такой визит. Если анализировать уже сам визит, его и наполнение внутреннее и внешнее, то есть ощущение неподготовленности к этому визиту. Мы можем даже представить себе, что, возможно, внешней политикой Республики Абхазия уже, скажем так, не управляет сама Республика Абхазия, да, при нынешней власти. Вот я хотел бы, чтобы мы попробовали проанализировать вот эти события, которые, правильно здесь было сказано, не только здесь, ставят под сомнение вообще статус нашего государства. И в этой связи, мне кажется, акции протеста, они не просто не могут быть, они обязаны быть. Потому что мы все протестуем против фактически нивелирования, да, завоевания нашего народа. Я хотел бы начать с абхазской пословицы, ее трудно будет на русский перевести, но попытаюсь. Сах заухё стохвайхё. Кого ты называешь своим правителем, тот называет тебя рабом. Условно так, сейчас это трудно переводить, но в этой пословице, наверное, заключается такой менталитет, да, абхазского народа, свободолюбивого, который в течение многих тысячелетий вел войну за свою независимость, за свою личную свободу, за свободу своего народа. И генетически в нас вложено это дух свободы, это дух суверенитета, того, что мы обладаем собственным суверенитетом. И мы считаем, что все-таки мы выбрали суверенного правителя, да, то есть мы на своей территории осуществляем полный суверенитет и считаем себя равным другим таким же народом, государством. И мне кажется, что мы не должны попадать в такую ситуацию, где нам демонстрируют наше неравноправие. То есть если мы государство признанное, да, хотя бы полупризнанное, да, но мы должны сами показывать своими действиями высших лиц должностных, что мы равноправны со всеми остальными государствами. И поэтому бурю возмущения вызвала вообще вся ситуация с этой встречей, да, с Лукашенко. И самое главное, и смысл был непонятен, да, смысл переговоров. Разговоры шли о неком таком общем каком-то союзе, куда войдет и Грузия, и Минск, и там и Батуми, и Сухум, да. Насколько мы знаем, и это во всех программных документах Грузии, это стремление в Евросоюз. Куда приглашал Лукашенко? Мы знаем, что Грузия, значит, это стремится в Евросоюз, и во всех ее, да, она стоит в очереди там по попаданию в Евросоюз. И мы определились с союзом с Россией
куда приглашал в совместный союз, мне непонятно вообще, есть ли такие какие-то, значит, направления, где Грузия, Абхазия, там, и Белоруссия и так далее могут сосуществовать. Это было очень непонятно. Я считаю это внешнеполитическим провалом, и надо делать соответствующие выводы. Да, и может быть, выиграл от этой поездки Лукашенко, который продемонстрировал всем сторонам, что свою какую-то независимость, и выиграл как политик, но Абхазия, я считаю, проиграла. Что касается энергетической темы, одной из самых наболевших тем в нашем обществе, то тот тон, с которым, значит, была проведена встреча, естественно, я уже повторяться не буду, он неприемлем. Да? Первым долгом судьбу абхазской энергетики определяет ее народ. Никакие другие органы, да, там, будь то президент, не может решать за абхазский народ, потому что это достояние абхазского народа, не может определять ее будущность. Поэтому здесь, я думаю, мы это на наших площадках очень много об этом говорили, будем говорить. И я думаю, что мы понимаем, что опять происходят какие-то закулисные переговоры, отголоски которого мы слышим, и мы хотим четко понимать и видеть, какие планы у нашего руководства по отношению к нашей энергетике. Еще один момент я хотел затронуть, это тот закон, который, слава Богу, нашим парламентом был отвергнут, это внесение изменений в закон Республики Абхазия об органах государственной безопасности, где одним из пунктов было, значит, передать ведению органов государственной безопасности при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности, наделить их функциями вне судебных решений, фактически незаконными функциями. Я считаю, что все органы власти, да, наши представители наших, значит, служб, там работают наши патриоты, абхазцы, ребята, все работают, и такая попытка, да, наделения каких-то полномочий, которые не свойственны, вне закона, фактически будут ставить эти органы, это фактически противопоставление, значит, внутри государства. И слава Богу, что парламентарии поняли, какой раскол это могло привести, потому что мы так понимаем, что в нашей и служба государственной безопасности, и МВД, и в Министерстве обороны, эти люди, которые служат народу Абхазии, они являются такими же государственниками, как и мы. И все, может, если все не понимают, но все должны понимать, что все должны действовать в рамках Конституции, в рамках закона. Никому не позволено выходить за рамки Конституции и нарушать свободы личности, те свободы, которые нам гарантировала Конституция. Поэтому это, я считаю, вообще провокационной вещью, когда мы должны на такие вещи очень, очень строго реагировать всегда, потому что это приведет к еще большему расколу, противопоставлению. Ну, это, опять же, попытка, власть понимает, что она теряет поддержку, и такими репрессивными методами она пытается запугать, значит, активных, значит, общественных деятелей и так далее. Но это
бесперспективное направление. Я считаю, что лучше пусть садится за стол переговоров и договаривается с обществом и начинает в интересах общества и народа, абхазского народа решать вопросы. Спасибо. Я хочу один небольшой комментарий, прежде чем передать слово по белорусской встрече. Что меня еще удивило и коробило, это понятно, мы не можем диктовать, что говорить президенту Беларуси, но мы можем и потом и должны реагировать на его слова. Обязаны. Например, часть его выступления значительная была посвящена жизни и судьбе Михаила Саакашвили. Я просто напомню, что Михаил Саакашвили готовился к агрессии в сторону Абхазии и совершил агрессию в сторону Южной Осетии, и фактически мы на любых площадках говорить должны о том, чтобы этот человек понес наказание, да. Понятно, что он сейчас болен и так далее, но как бы мировое сообщество, мы должны требовать от мирового сообщества дать оценку его действиям, да, а не как бы пропускать мимо, да, такую информацию, когда беспокоятся о его судьбе, о его положении, тем более, что на самом деле это бывший президент государства, которое, мы знаем, планировал наступление на нашу территорию, да. У нас в Кудорском ущелье была провокация и сидела армия фактически, да. И то есть как бы вот этого не нашло отражения ни в выступлении, по крайней мере, то, что мы видели, ни в выступлении нашего президента, ни в последующих комментариях, которые были от внешнеполитического ведомства. Я думаю, что это очень важный момент, который тоже был упущен. Все, спасибо. Вот я бы хотел сказать, что нам приходится сегодня говорить о тех незыблемых вещах, которые там какие-то 5-10 лет назад считались само собой разумеющимся. Сегодня нам приходится это доказывать, сегодня нам приходится объяснять, приходится об этом говорить. Я думаю, было бы полезно в этом смысле такую небольшую экскурсию в историю нашу провести. Вообще результат того, чем сегодня распоряжаются, это результат борьбы нашего народа. Многолетней, 100-летней борьбы. Когда началась война, хочу напомнить, что тоже были люди, которые говорили о том, что это бесперспективно, что этого делать не надо, харшит, харфет и так далее, и так далее. Вот. Но народ проявил свои лучшие качества, мы эту войну выиграли. И после военное время нам была устроена страшная блокада, не было ни одного государства, которое нас по-настоящему поддерживало бы на политическом уровне. И это мы выдержали своими силами. Выстояли, добились, дошли до признания суверенитета нашей страны. И сегодня вот так вот легко распоряжаться плодами труда народа, однозначно это недопустимо. И я считаю, что каждый абхаз, который как минимум имел к этому отношение, к этой борьбе, просто обязан встать на защиту достижений нашего народа. Что касается такой новой тенденции грубого вмешательства в внутренние дела нашей республики, должен напомнить, что именно Вианор Ашба в недавнем прошлом оппонировал послу Российской Федерации и, может быть, немножко в жесткой форме, но указывал на недопустимость вмешательства во внутренние дела Республики Абхазия. Хочу напомнить, что ни один государственный деятель нашей страны на данный факт не отреагировал. Ни на каком уровне. Хотя об этом много писали общественные организации, говорили общественные деятели, но наши представители власти остались в стороне. И именно этим я сегодня объясняю то, что произошло в Беларуси. Именно этим я объясняю то, что произошло сегодня в Москве. И вот мы сегодня об этом сидим, снова обсуждаем вещи, которые, казалось бы, здесь обсуждать нечего. Это само собой разумеющиеся вещи. Вот. И, наверное, мы сами виноваты в том, что ситуация доведена до того, до чего доведена. Опять же хочу вернуться к тому, к чему призвал Вианор Григорьевич. Я думаю, что только акциями, общественными акциями, массовыми акциями мы сможем заставить обратить внимание на все то, о чем мы говорим сегодня на этой площадке, и о чем говорили
все эти годы, 2-3 года, на всех остальных площадках. Я, к сожалению, пришел именно к такому выводу и намерен действовать именно в этом ключе. Зигра бхиргулана хюнткар яхагулу и худжум иду мизипшра залади хюнткарас хюнткару пхадана хугула или хотейху поту акуицозерош. Или поту наквим цажлор поту икца широмацам. И баши пецом жларым сира ялна цом ялна хаздалных епсам да бецомаха уж бихам ту бисиголи епсам гидена буам тугуб юхтам гидена буам тугуб ревиза яшин изгойти тишсо ревиза тагыла за шашхах узвяща цомаст урстула рахя виштез русского сбора его, бысихуя тушины, их айзеруджудан тражамышты, хервиза, и тыгылза шукушукулус дыр русском геохтан. Хара абснахунткар уже риуш пимацели изухунгис фюдзомуха хунткар, дача хунткар к ачаджира данцо, и рибысшала данчажу зыр атрджман дицам зыр атрибутика ойр бам зыр хабирах хара бископи шаз капны хаму хабирах и хатыпу икна хамзыр дача хунткар хода хара хода шато дидим кулузыр араянао حقوشي تفيح تشيجيك يزجرد قلنا يشتخو يتخنا في حدا حقوزر ويتامبرو بحنس رزقوي عنكوت وبري تامبرا راح نتكاري خيا بيشوزر ويمس والسيراد عزاز راب خبخاج ورزقي ويوزر خيا برشرخ تزام وبري إيمي بس بيلاروسي إيمي بس زايزر عامشتخ социал сет курджан и рацуна има кайчо как он хазиги лах топ яхбот халуху пчажу убри адгылын и хазыр шау завалды али яшын изготити что харя харзыр алаба блюза хуму кеше блюза ахтыс коты пахрому избанзыр харабри изряшу сгяхшу хизшу сгизиге убрата прымын Насги арпш зрахачо на харе урпшцу хагихот замзвяз газ янда газ янда гейтерхот хариснак хайбатрухо и хахшн хахила гехоку чахамела гяку хаху усилзом бри и нам той пжутуп хсгуян гут шрай и нам той ёшцер убрейто гам нас я хахчика чечна ка зрабха насги леон вешс гота зепша бри аймдраж Лари, ахунткари ома министр Цурома Аймадыр Хамадзам, изакузала Геймадыр Хамадзам, пресс-центр Кухирыму, Кагиус Рудзома Яша Зыхана бри обрах Цедхан Хахамыштых, Хазик Хакумдзак Уайраха, Ханалага, дебатсей Хукка Симуй Дзцей, Джиргидыр Бадзам, Песков Ихиц Джиргим Хюдзейт, Игир Джиргирм Хюдзейт Хюдшра Ханалага, Пшим Шимциш, Сгота Зепш и юны яхартита абришейш сход абряла шхошербаха яхамца рыжи. Ва Беларусь бги хамыз, дуайра хуккасима за бги хамыз, така гербадзамыз. Нас и шахба зепш, шаруку ваши шаран хадзит, ва энергетика тширцит, ва чик тширцит, ва Беларусь ходайра игуана гришит, хоз ва хиди галит, новака Цакунаита нарах доиштит, харитах чушунтын, абапсы хода када чупха, алай хабжигой хатбел. Хакумдзакун сас мацарах цозер создырам. Хазики штат шейткал рам тайз раб хабуяна гдзума и хах чайткал нахнена бна шухол цепша пенджер купчаш купчо штей пучу гигодзума яша зовен руч другой тоха. Мазапанла ажвар рыбжир хату пауви махаваза. Я шопуе на одну пулю больше имею хахета хонус. Харги 250 тысяч хавоп седру. Зигирс хорум. Я хочу пару слов добавить. Кстати говоря, вот не только я, все мы обратили на это внимание, что в последнее время такой в зале тренд, что защита национальных интересов Абхазии почему-то начинает подаваться как наличие антироссийских настроений. Вот я бы хотел подчеркнуть это и сказать, что это категорически не так. Вот я считаю, что это надо четко проговорить. Защита национальных интересов Республики Абхазии не может быть и не является распространением
или насаживание антироссийских настроений. Это совершенно разные вещи. Это не пересекающиеся. Не пересекающиеся линии. Вот как бы ни пытались, как бы ни старались, вот хочу еще раз повторить, это совершенно разные вещи. Последние несколько дней мы с друзьями обсуждаем одну тему, что вообще нам свойственно почему-то, в частности, вот сегодняшнему действующему политическому руководству страны, не понимать, недооценивать вот этот политический внутренний удельный вес Абхазии. Я приведу просто несколько примеров, исходя из которых я считаю этот удельный вес очень значительным, гораздо большим, чем это может показаться со стороны, глядя на нашу площадь, наше население, численность и так далее. Абхазия – это единственная страна во всем черкесско-адыгском мире, которая смогла реализовать идею суверенитета. И в каком-то смысле, пускай это будет гуманитарный или там образовательно-культурный, пускай это будет не внешнеполитический аспект, мы представляем эти общие интересы. Поэтому Абхазия своеобразный такой вот замковый камень черкесского мира. Мы очень многое можем взять, но и одновременно очень много можем дать. Есть такая неразрывная связь этого такого наднационального, надэтнического конгломерата, который называется кавказская культура. И когда мы говорим о весе Абхазии, мы должны говорить не только о нашем исключительно сугубом, вот это ограниченном 8,5 тысяч квадратов, а обо всем этом субстрате. Поэтому это придает нам вот это какой-то политической массы, удельного веса. Это первое. Во-вторых, не так уж много народов на земле, которые обладают диаспорой, превышающей материнское население, да, так как-то принято говорить, население метрополии, причем превышающее не только численностью, но я так полагаю, что и в экономическом, а возможно и в политическом плане тоже. Знаете? И это тоже огромный потенциал, который может быть аккумулирован и при правильном подходе, безусловно, составляет вот нашу общую внешнеполитическую и внутриполитическую массу. Третье – это наше просто какое-то исключительное геополитическое положение. Ну, вы можете много назвать стран, которые в таком небольшом размере представляют такой важный, вот как это в арке замковый камень, понимаете, который держит всю вот эту вот конфигурацию, в данном случае на Южном Кавказе. Много ли вы можете назвать стран с таким неповторимым ландшафтом, климатом, такой привлекательностью для многих сфер бизнеса? Поэтому, когда мы куда-то ездим или здесь с кем-то встречаемся, вот это все мы должны предъявлять в качестве наших аргументов, в качестве нашего веса, от которого мы можем вот танцевать только через наши интересы. Куда бы мы ни поехали, мы в первую очередь должны предъявлять наши интересы, потому что нам есть на что опираться. Абхазский народ, несмотря на свою малочисленность, это народ, который стремится к развитию, который реализовал на постсоветском пространстве, может быть, одну из самых эффективных демократических моделей. Многого мы не сделали, но это мы, допустим, сделали. Честные выборы, сменяемость власти, демократические институты, свободная пресса, гражданское общество – это наши достижения. Народ Абхазии всегда стремится к более высокому уровню. Почему так родители беспокоятся в образовании детей? Потому что они понимают, что сегодня это важно. Наш народ обладает исключительным военным потенциалом. Я не беру пример войны, там не так все понятно. Но посмотрите, как за последний год, это ни для кого не секрет, в результате действий, в том числе и рядовых граждан, усилился наш военный потенциал. Вы много можете назвать стран, которые за год могут вот так вот существенно продвинуть свои интересы? Я немного знаю. Поэтому, когда мы куда-то ездим, не надо быть в роли просителей. Мы ни у кого ничего не должны просить. Мы должны четко и понятно объяснять наш статус. Ну, конечно, без этого, без гигантомании,
Я считаю, мы можем на равных разговаривать со всеми. Со всеми. И если вы так будете разговаривать, если вы понятно и убежденно представляете свои интересы, вот тогда с вами тоже будут разговаривать на равных. И тогда разговор будет не по поводу поручения отдельных законопроектов нормативной базы, а по поводу глобального, серьезного, долгого и основательного сотрудничества, чего мы все ждем. Непонимание своих сильных сторон, своих ресурсов и неверие в них, это, не знаю, самая большая, что это, самая большая проблема, самая большая ошибка любого руководства. И к такому руководству надо предъявлять претензии, потому что они создают проблемы для всех граждан. Если вы не понимаете потенциала своей страны, если вы не умеете его представить, если вы считаете, что мы от всего зависим и можем только просить, так вы не сможете управлять эффективно. Вот в том числе об этом я считаю, говорил, потому что подспудно мы все это понимаем и чувствуем. Именно так. Мы страна победившего невежества все-таки. Когда мы пошли по пути, где в конце звонкая монета по разным причинам, мы забыли о том, что есть культура, образование. Когда у тебя нет образования, ты не знаешь историю. Когда ты не знаешь историю, ты не знаешь, что будет с тобой впереди и что делать сегодня. Ровно 100 лет назад в Абхазии, я так подозреваю, что происходили примерно такие же процессы. Разрушилась империя, война, нищета. Такой же был орган управления коллективный, князья, вот такая мешанина была. Но выводы сделать же надо вот 100 лет это небольшой отрезок исторический. Чем это закончилось? Прошли годы, что происходило? Весь период, даже в течение этих 100 лет, сколько всплесков было, когда мы по национально-освободительной борьбе, сколько раз мы были на краю гибели. Сколько раз мы участвовали в войнах, кстати говоря, за что-то общее, за Советский Союз, за Российскую империю, не говоря уже за свою землю. Почему всегда мы, вот как Афра говорил, в роли ущербных просителей, надо понять, мы равны все, независимо от наших масштабов. Хорошо, не знаем историю, не способны оценить. Сейчас все нам заменил телевизор, так скажем, образно. Но нет пророка в своем отечестве. Включите телевизор, если он для вас авторитет, надеюсь, пока еще, выступает президент соседней страны. Примерно так, как хотелось бы, чтобы выступал президент нашей страны. Все последние выступления, хорошо, 100 лет у нас в памяти не поместилось, год хотя бы последний, тяжелый для России, для Украины, для всего мира, трагичный, люди гибнут. О чем человек говорит? Защита собственных интересов, защита суверенитета. В конце его последнего обращения вообще я, например, что для себя важнейшего услышал, фактически озвучен был, одобрен, что ли, возврат к советской системе образования. Может, я ошибаюсь, и он может ошибаюсь. Не знаем, как это будет реализовано, если вообще будет реализовано. Ну, лозунги адекватные. Какой уровень социальной поддержки населения звучит? В критической ситуации, я сейчас не пытаюсь оценить ситуацию, вообще говорю, в общем. Но хотелось бы от нашего руководства слышать нечто похожее. Все те ковришки, которыми нас сейчас кормят, про блага, которые несет капитал частный, когда ковришки закончатся и миллионы откатов, мы увидим зубы хозяев и пинком под зад, сапогом полицейским потеряем то, что сегодня есть. Хорошо, это нам тоже что тогда, как еще привлечь внимание к тому, что все висит, как обычно в Абхазии, на волоске. Ну как еще к Всевышнему давайте обратимся очередной раз. Тоже не помешает, тоже надо делать. Нагрешили мы, наверное, все немало, что вот все время висим на волоске. Здесь речь вообще не о том, в какой ты партии, как ты относишься к власти и так далее, и так далее. Слушайте, это угроза народу, его существованию. Это мы с вами сегодня здесь сидим, фактически, да, ты говорил, антироссийскую пропаганду, да, ведем, ярлыки вешаем.
абхазское СГБ на абхазских граждан. СГБ страны, граждане которой воюют в защиту своего союзника. Выполняем свои обязательства, кстати говоря. Хочу спросить у руководства теперь моей страны. Вчера были мероприятия, не одно, посвященные началу вот этой кампании СВО. Ни одного официального лица на одном мероприятии, ни одного официального лица. Это они на нас ярлыки антироссийские вешают. Хотелось бы мне как-то вот сопоставить факты, не пытаюсь даже упрекать, это все в нашей стране бессмысленно, видимо. И еще вернусь к незнанию истории. Все силовые методы принуждения, закрывания ртов не в таких странах, как мы, а гораздо больше, сильных, исторически и физически, заканчиваются всегда одним и тем же. Лучше давайте начнем разговаривать, вести диалоги на любых площадках. Да, кстати, я здесь хотел бы по поводу СВО пару слов сказать. Вот сегодня, как все видят, здесь сегодня Вианора Григорьевича Ашпа нет. Вот. Он уехал на Донбасс заниматься очень серьезными вопросами. Опять же, На войне, да, человек, обращение которого пытаются подвергнуть лингвистической экспертизе, сегодня опять же решает те вопросы, которые должно было давным-давно решить наше государство. Надеюсь, Божьей помощью он вернется, достигнув всех тех целей, которые перед собой поставил. Это, кстати говоря, о том, о чем сейчас ты говорил тоже. За последние недели успел, как-то так вышло, объездить многие уголки Абхазии. Как-то так у меня получилось. И у нас общество очень активно смотрит за тем, что происходит как внутри страны, так и за ее пределами. И я для себя сделал такой вывод, что очень глубокий и серьезный кризис легитимности у власти сегодняшнего. И это не в отношении там, условных сторонников и противников, а реальное настроение людей, что, по крайней мере, того, что я вижу, я уже не говорю о том, что происходит в социальных медиа, там-то этот кризис еще более глубокий, еще более явственно виден. Но вот в обществе, то, что я наблюдаю, бывая в разных коллективах, в деревнях, в районах и так далее, это очень серьезный, глубокий кризис легитимности. И сегодня читал книжку по маркетингу, там есть 8 уровней спроса. И вот 8-й уровень – это нездоровый спрос. Нездоровый спрос я наблюдаю за абхазские земли, которые у нас происходят, за нашу территорию. И когда нездоровый спрос, здесь идет объяснение, что это такое. Это потребители могут привлекать товары, влекущие за собой нежелательные для общества последствия. И вот мы сейчас находимся в том периоде, когда нездоровый спрос по отношению к Абхазии может привести к нежелательным последствиям. И то, что говорил и выступление Вианора Ашпа, и всех тех, кто его поддерживает, и эту позицию, это говорит о том, что мы будем бороться с этими нежелательными последствиями для Абхазии. Подписывайтесь на Абснахабар, это желательно, чтобы наши видео видели больше и больше зрителей. Италу Пехел Хусеген Абзиров.